Доброе утро. Хайрлер Телер. Сегодня у нас прекрасное утро. Нет, за исключением того, что у меня сердце давит очень сильно. Вот. Сегодня 12-й день нашего путешествия, 2 июня. И мы собираемся на Акбайтал, Алладырсе. Вот. Завтра, понедельник, будем пересекать Алладырсе, границу с Киргизией. Покушаем. Это мы после завтрака ездим по Мургабу, ищем рынок. Сказали, что там продается антифриз. Наш весь выкипел, и нам он очень-очень нужен перед Акбайталом. Да? То летний, зимний, сколько, говорит, надо? Какой надо? Я говорю, не знаю, на Акбайтал. Уф. Давит мне сердце до сих пор. Собрались мы на Акбайтал. Высота 4655 метров над уровнем моря. И это капец как волнительно, учитывая то, как я себя чувствовала, например, вчера. Сегодня вот тут вот все давит, воздух не проходит. То есть дышишь, и вот это все больно, как будто сердце стало тяжелое. И это капец как волнительно ехать еще на и Акбайтал, там еще Каракуль, там 3900, по-моему. Просто для сравнения, тут 3800, я думала, но вчера девчонка вам сказала из Питера, что здесь 3600. Вот. И как мне плохо в 3600. Что будет, когда будет 4600? Еще на целый километр плюсом. Это вообще... Ну, отсюда никуда уже не уйти. Это наша дорога. Мы ее выбрали сами. Да? Да, солнышко. Дорогу, которую мы выбрали сами, надо ее просто пройти. Хадай тагаля ярдам кылсын бизге. Вообще капец как волнительно. На самом деле. Бисмилля. Мургаб это. 300 сегодня по стартапу. 300? Почему-то дома без крыш. Вот только у некоторых вот есть типа вот. Но в основном дома стоят без крыш. Ты довольше построй, пожалуйста. В этом Мургабе живут бесконечно душевные люди, конечно. Вот вчера наобщались с местными. Вот пообщаешься с местным там 1 час хотя бы, да, узнаешь намного больше, чем вижу там в интернетах где-нибудь. Потому что с первых уст слышишь. Тут столько легенд всяких, столько... Говорят, вот если вот на той горе, какая там погода показывает, ну, есть, такая на Акбайтале есть. Если там ясно, значит на Акбайтале тоже ясно. Ранкуй много послушали, там дедушка один жил даже. Там тоже легенды всякие. И так хочется искренне поблагодарить всех людей, которые... Никого не было. Сегодня попрощаться, то чтобы, никого не было, мы только уборщице сказали, что уезжаем. Сегодня там какой-то дедушка пришел, что-то пообщался с Сережей. И сегодня этот юноша, который нам помогал. Зимой всем. Мы вчера встретили ребят, которые из Санкт-Петербурга на мотоциклах едут. Но при этом им мотоциклы привезли из Питера до Казахстана, до Узбекистана, до Ташкента. Они с Ташкента, половина из них поехали на мотоциклах, половина на машине. Сейчас они едут до Акбайтала и едут обратно до Узбекистана на мотоциклах. Даже там девчонки, там одна была из Монголии, да, она прям, я когда пела, она прям подошла, говорит, типа, можно я поснимаю? Ну, типа, так рукой показала. Одна девчонка из Питера была. Она говорит, тренер по сноуборду. Говорит, тренировки проходят на Эльбрусе, говорит, на высоте 4200, поэтому ее вообще не касается горной болезни, ей вообще нормально, короче. А сейчас вот она еще с бутылкой вина такая ходила, пила прям без горла, и нормально было.
Что я хочу сказать там? Все мотоциклисты, которые проезжают до Памира, они едут по южной дороге, и люди готовы платить огроменные деньги, чтобы преодолевать какие-то неимоверные трудности в пути. Там такие, говорят, плохие дороги, что там приходится несколько раз вытаскивать машину, мотоцикл, да, толкать там. Типа они говорят, это жесть, это просто вообще жесть. Но при этом одна только перевозка мотоцикла с Питера до Ташкента, я не знаю, сколько может стоить. При этом они всегда все ночуют в гостиницах. Вот, и то есть это все равно такие весомые деньги. И человек, как существо, готов, не только готов, да, он платит для того, чтобы испытывать, видимо, ощущение, адреналин, чтобы испытывать жизнь. Интересно так. Просто остановились для того, чтобы поснимать. Это очень красиво. Так интересно, что иногда какие-то чужие люди тебе более близки, чем некоторые близкие люди. Они готовы помочь тебе, поддержать и быть тебе спутником. Мне кажется, что эта Вселенная отправляет свою помощь через людей, вот так вот. Проявляется через людей. Я никогда не чувствовала, сколько весит мое сердце. Я вообще не знала, что сердце может сколько-нибудь весить или не весить. Оказывается, оно весит, оно такое достаточно весомое, тяжелое. И оно так бьется, как будто бы очень тяжело ему качать всю эту кровь. Не знаю, аспирина с утра выпила, чая выпила, но все равно давит. Лежит уже вокруг нас. На траве прям снег. Высота 4160, 4200 почти. А вот это вот граница с Китаем. То есть за этим забором Китай. Ничего себе, сколько мы с тобой стран повидали в этом путешествии, да? Да, мы еще не были в Китае, но мы Китай видели, можно сказать. Там дорога вон проходит, да, какая-то? Ну вон, где, вдоль забора прям. То есть вот эти вот горы, это китайские горы, да? Ну, это плохое дело, вот, которое начать. Тут прям сугробы лежат. А так вот, если посмотреть. Ой, ничего себе, как здесь холодно. Здесь, наверное, минус, да, уже? Вот в телефон не видно. Но мне кажется, что это мотоциклисты едут. Питерцы, наверное, обратно едут. Там несколько машин, штук 6, наверное. Сейчас будем, наверное, проезжать. Они реально, походу, еще только туда едут. Хотя выехали часа 3, мне кажется, назад. Не знаю. Может, какие-нибудь эти... Такие в Китае фоткаются. Мы, короче, решили сходить в Китай. И мы не смогли себе отказать в этом удовольствии, раз уж есть такая возможность. Тем более питерцы говорят, что там воздух другой. Сейчас понюхаем китайский воздух. Тем более, сколько я мечтала в Китай поехать, да, Сереж? Нормально. Че, как? Как тебе в Китае? По-другому. По-другому? Сразу чувствуешь себя по-другому, да? Ну, то были в Китае. Тоже засняться должна же. Как я в Китае. Ну да, действительно, здесь даже дышится по-другому. Сколько я мечтала побывать в Китае. Вот, пожалуйста, мечта сбылась. Красота. Там питерцы уже уехали, да, реально 3 часа назад. И они уже едут обратно. Фух, а дышится-то здесь нелегко. Такое себе.
Там девчонки еще, они на мотоциклах тоже едут, говорят. А что ты нас заметил? Че, поехали? Ну ладно, всем Да, удачи. давайте, счастливо. Их много так. Они вчера нам подпевали на гитаре. Ладно, Когда всем выбирали. удачи. Пока. Вчера мы общались с местными, вот, и они нам посоветовали взять в дорогу чеснок, либо лук. У нас как раз есть чеснок. И говорит, там дышать тяжело на Акбайтале и на Каракуле. И говорит, как только станет тяжело дышать, то возьмите и понюхайте чеснок. Можно поесть, можно понюхать. И сразу дышать станет легче, грудная клетка откроется, и это все будет хорошо. Сразу типа поможет. Мы, короче, во все оружие. Ну как во все? Хотя бы вот такое вот что-то у нас есть. Уже высота 4300. Выше, чем вчера? Да. Мы уже больше, чем да, вчера поднялись. Позавчера. Еще жена вчера, этот паренечек, принес конфеты. Мятные, да. И типа, и тоже открывает эту. Ну, вроде да, становится немножко легче. Но вот я, по крайней мере, сейчас тяжесть сердца не чувствую. Дышать тяжело. Так, ну так, с трудом так. Кстати, Вдыхаешь. мятные конфеты, они, видимо, пробивают нос, что ли, что-то происходит. Дышать легче. С миром по миру, на Памир, да? Говорят, кто не видел Памир, тот не видел мир. Марс. Акбайтал переводится, кстати, как Белый перевал. Акбайтал здесь? Да нет, ты чё? Чуть добрались. Нет. Еще только 400 показывает. А должно? 4655. А мы проехали Акбайтал. Не увидели мы эту вывеску большую, где все отмечаются и клеят свои наклейки. И проехали. А мы уже спускаемся очень долго. Сережа говорит, а мы точно не проехали? Решила посмотреть. 5 километров уже проехали. Мы уже капец сколько спустились. Развернулись и поехали обратно. Ай, я не могу. Так выглядит крыша мира. Закипевшая машина. Снежные горы. Проехали 5 километров, спустились. Пришли обратно. Здесь вот раньше стоял знак. Теперь этого знака нету. Ой, даже вставать еще тяжело здесь. Вот, ребята. Так и жили. Кофе пьет. Как тебе? На вершине мира хоть чай попить можно, говорит. Кофе. Стул упал. Здесь ветрило вообще капец. И холодно очень. Но это жесткий, конечно, этот перевал. Жесткий вообще. Но мы до него добрались. Вообще. Вообще. Вот так вот выглядит крыша мира. Серега куда-то сходил уже на горы. Здесь очень холодно, ветрено. Сережа еще ходит, чай пьет. Да, конечно. Конечно. Да. Да, вон снег рядышком лежит. Вообще рядышком. Пойдем смотрим. Не знаю, как Сережа без кофты обходится. Мне кажется, у меня этот микрофон слетит. Ну тут капец как холодно. Капец как холодно здесь вообще. Он где-то около снега еще хочет сфоткаться. У тебя что-то не закрылось ничего. Машина нагрелась аж до 91 градуса. Но позавчера он грелся до 103. Что там случилось?
Не закрылась же. Тут вон болтик выпал. Вот отсюда. Поэтому не закрывается ничего. Конечно, на высоте 4600 чинить машину вообще самое то. Это я сегодня купила задорого. Антифриз. Че, болтушка, колотушка? Здесь очень сильный ветер. Если бы ветра не было, может быть, не так очищалось бы, может быть, это, что холодно. Закрылась? Все, поехали? Сережа говорит, давайте быстрее сфоткаемся, пока снег, говорит, вот этот не растаял на фоне снега. Уф, надо отсюда валить, мне кажется. Видишь, как даже, мне кажется, голос другой. Давай снегом, да. Кого снегом? Фотографируешься? Да мне что этот снег? Я что, снега не видела. Снег с вершины мира. Холодный? Теплый? Ай. Спасибо Акбайталу за то, что пустил нас 2 раза. 1 раз просто проехали мы по этому месту. Да потому что и телефон у меня показывает, что-то там тупит, 4000 показывает всего. Хотя здесь 4655. Вот. И 2-й раз мы сюда вернулись за 5 километров. Теперь поехали на Каракуль. Там очень дубак. Очень дубак. Я решила дойти до Барсуков. Не знаю, это нормально так расхаживать, интересно, по вершине 4600. Когда наступит приход, я не знаю. Когда станет хреново совсем. Блин, Ваня не бегает. Там он за камень спрятался, сидит. Вот он. Вот он. Не знаю, сумею дойти, не сумею. Они такие пушистые, так охота потрогать. Разговаривают еще что-то. Ой, на гору побежал куда-то. Ничего себе. Он бежит, короче, в гору и кричит. Блин, шляпа улетела. Пришлось спуститься. К речке тоже. Ой. Привет. Привет. Бросите меня до Каракуля. Да, конечно. Отдать. Вчера местный мальчишка говорил о том, что не Акбайтал, нифига, Хуштанг, типа 4655. Давай сфоткаемся. Нифига себе, как красиво. Пасутся яки. Как асфальт. Что-то мне это напомнило. В Монголии, помнишь, как мы к озеру ехали среди ночи? Типа сейчас доедем, и туда осталось чуть-чуть. По пустыне тоже. Вот тут мертвый лежит тут. Страус. Мертвый страус. Шумит что-то, слышишь? Угу. Каракуль Вилледж.
Здесь в горах абсолютно непонятные эти коробки стоят, да? Без крыш, без ничего. Просто люди живут тут. Это вот эта дорога? Да. Ранний врага. Говорит, 1 метр, если достигает, сколько? 1000 долларов платят, да? Видишь, балаганчик какой-то стоит. Ничего себе, большие камни-то. Я хотела заснять, сколько здесь пауков, они все припрятали, что ли, уже. Вот они. Такая куча. Ничего себе. Мне кажется, мы близко подъехали к Макросе. Не сказать, что у нас слишком пресно. Ой, это соленый. На более твердое место надо. Пока Сережа придумывает, как вытащить машину, расскажу о нескольких нюансах, о которых обещала рассказать в прошлой серии. Тут такие у нас эти страсти мордаси вообще. Попозже расскажу. Когда мы заезжали в гостиницу в Мургаби, хозяйка Камышапа спросила, куда мы поедем дальше. Когда узнала, что в Кыргызстан, уточнила, есть ли у нас разрешение. Разрешение, так. Где-то в просторах интернета я читала про него. Но ни тогда, ни сейчас не могу вспомнить, почему не предприняла никаких действий и не отправила документы заранее. В общем, оказывается, для въезда в Кыргызстан по Памирскому тракту необходимо разрешение, которое нужно было заказать заранее, за 2 недели, написав в департамент туризма Кыргызстана. Камышапа предложила помощь. За $20 с человека дочь сделает вам разрешение, сказала она. Загвоздка была в том, что это был вечер пятницы, а Министерство туризма Кыргызстана в субботу, воскресенье не работает. В общем, нужно ждать понедельника. Это сторона буксует. С пятницы на субботу и с субботы на воскресенье мы ночевали в Мургабе. Сегодня воскресенье. Разрешение будет только завтра, поэтому у нас куча времени, чтобы вытащить гранту из Каракульской топи. И мы надеемся доехать до границы сегодня. Туда осталось всего около 70 километров. Ночевать там и утром уже заехать в Киргизию. Все сюда насыпать? Справедливости ради, хочу сказать, что, несмотря на мое кажущееся бездельничество, я Сереге помогаю, как могу. Таскаю камни, насыпаю лопатой песок под колеса и даже толкаю. Но на камеру этого всего не видно, так как мне нужно еще и снимать, и кажется, что Сережа совсем один трудится над спасением нашего авто. Но он не один, мы вместе.
тому же из деревни с одноименным названием Караколь к нам на помощь пришел мальчишка. И тоже помогает, как умеет. Вытолкнем, поди. Попробуем. Чуть-чуть вперед, вот до сюда. Толкнем, вот до сюда. Можем толкнуть сзади? Оксана поможет. Фу, не залазит. Вдвоем. Назад? Да. Я смогу? Ну давай попробуем. Чем заняться прекрасным воскресным днем на берегу прекрасного Дикого озера? Да. Дело усложнялось еще тем, что здесь было не только непривычно трудно дышать, но еще и невероятно трудно думать. Мозг на высоте работает совсем по-другому. Ой, маленький ослик вон есть. Ага. К этому времени уже прошло 3,5 часа, как мы застряли, и я пошла за мальчишкой просить помощи в деревню. Ой, как он гудит. Молоко дает? Молоко, да, молоко. Так, мы пришли к тебе домой? Там малыш, вот там тот малыш. Только родился, что ли? Да, да. Понятно. Ой, что-то они все сюда бегут, мне страшно. Нет, нет, нет. Нет, нет. Пойдем к людям. Халал, животные. Ой, мамочки. Мне страшно. Куда он идет? Домой? Это ваши тоже, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Мы там застряли, Созда, на машине. Здравствуйте. Надо либо приварить ее, что ли. Да, видишь, проворачивается. А она должна гайку крутить. Либо включать ее, что ли. Молотком. Сейчас не поднимаю. Проворачивай.
закручивается. Один из них развязался. Иду вон к той машине для того, чтобы попросить домкрат. Нашу всю маршрутку взяла с собой свой, потому что вдруг они не поймут, короче, что я не спрашиваю. Ходить это вообще нереально. Зато красиво. Короче, это оказались немцы, и они дали домкрат гидравлический. Сережа тоже приспособу придумал. Сейчас будем пробовать гидравлическим этим. И мне обратно потом идти вон до туда. Вон до туда вообще. Мне кажется, я до этого дошла. До Монголии дошла, не знаю. Пробил дно? Машины? Знаешь, что надо? Вытащить камень надо. Камушек какой-то. Может, тут измузикались вообще как только смогли. Потому что реально болото. Что-то там не принесла больше? Принесла же, вот. Вот еще два под тобой. Такие же маленькие принести? Так, по чуть-чуть будем подкладывать. Выехали. Короче, я замерзла как собака. Мы еле вылезли, сейчас будем перетаскивать вещи. Здесь вообще канава. Для того, чтобы вызволить нашу гранту, нам понадобилось больше 5 часов. Мы вымотались и, конечно же, никуда не поехали. Остались ночевать на берегу озера Каракуль.